Где бы вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет! С вами сегодня футбол смотрит Константин Кенич и Георгий Черданцев. Ну что же, сегодня мы будем смотреть в прямой трансляции Лигу чемпионов, а именно матч группового этапа. Лиль играет против Севильи. Чем ближе конец группового этапа, тем выше ставки. Сегодня для команд очень важная игра, и на поле компромиссов не будет. Уже прошло то время, когда ошибки можно было допустить и исправить. Сейчас любая осечка может стоить очень дорого. Лиль с первых минут играет в таком составе. 4-5-1 и упор на атаку, вот их выбор. Ну, интересно, это всегда очень насыщенная полузащита, способна на многое. Перед нами состав Севильи. Они играют сегодня 5-2-3. Похоже, упор на атаку будет, хотя тут без помощи нападающих в средней линии никак. Группового матча Лиги чемпионов. Отличное продолжение вечера. Это Лиль против Севильи. Продолжается у нас групповой этап, и нас ждет очень интересная игра. Ошибаться никто не захочет, и терять очки тоже, поэтому команды на поле выходят за результатом. Сегодня отличная возможность решить некоторые из своих задач в этом турнире. Есть пространство перед ним. Спасай! Команду вратарь. Сыграл он действительно здорово, безупречно. Очень сложно было отразить этот удар. Он делает короткий пас, решил не навешивать. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Эн-Несери. Хесус Навас. Отдает мяч точно сопернику. Это первый тур группового этапа Кубка. Обычно в группе есть фаворит, которому прочит легкий выход из группы. Хотя, конечно, бывают и исключения. А как на этот раз, Константин? Да, подобралась очень приличная группа, в первую очередь благодаря двум топовым командам. Мяч у Лиля. Реми Кавеля. Пол команды обыграл. Ничего себе. И это гол. Первый гол в этой игре забит. Отличный матч смотрим. Теперь ждем активной игры от Севильи. Она уступает в счете. Рис Джеймс. Неплохо сейчас Севилья контролирует мяч. Для защиты все могло закончиться гораздо хуже, но этот перехват спас команду. Хорошо, он партнера увидел. Удар нужен! Он забил, теперь их преимущество стало еще больше. Повтор гола. Показывает, очень хорошо у него получилось обыграть защитника. И абсолютно зрячий завершающий удар с такого расстояния, с которого обычно мячи не берутся. Классная комбинация. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Беллингем. Эрик Ламела. Хорошо сыграл защитник, не дал навесить. И прямо в центр штрафной мяч летит. Судья уверенно показывает на точку. Пенальти.
Отличная возможность вернуться в игру. Еще есть время. И это гол с пенальти. Футболисты из Севильи завелись, они смогли забить и теперь проигрывают всего один мяч. Хорошо, он вперед идет. Они забрали мяч и не расстаются с ним. И мяч уходит сопернику. Все. И пробей! Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в 2 мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Сумасшедший гол. От перекладины мяч отскочил в ворота, и вратарь тут уже был бессилен. Тем временем у нас 3-1. Рис Джеймс. Можно продолжать атаку, ведь мяч у них. Джуд Беллингем с мячом. У него может что-то получиться в атаке. Иван Ракитич. Какой момент! Нужно бить! Это было очень опасно. Если бы мяч его не задел, то залетел бы в ворота. Лиль сейчас больше находится с мячом. Очень стараются они это делать, понимая, что пока у них мяч, соперник ничего не сможет сделать и не сможет сравнять счет. Но, конечно, ни в коем случае нельзя терять концентрацию. Всегда есть вероятность получить контратаку по такой игре. Я вот не уверен, что такой футбол нужен. Катают мяч на своей половине поля, вроде и выигрывают, но играть-то не играют в данный момент. Добавлено всего 1 минута. Эн-Нессери. Эрик Ламела. Юсеф Эн-Нессери. И все, больше в первом тайме не осталось времени. Перерыв. Начинается второй тайм первого группового матча в Лиге чемпионов. С мячом Джуд Беллингем. С мячом Грилиш. Может он забить здесь? Разрыв в счете сокращен до минимума. И теперь команда получает, что называется, психологическое преимущество. И постарается сравнять счет. Здорово он разобрался в этой ситуации. Оказался там, где нужно, когда нужно, и пробил, как нужно. Все довольны такой простотой и полезной игрой в его исполнении. 5 голов забито в этом матче, счет 3-2. И перехвачен мяч, иначе опасно могла атака эта сложиться. Много слов было сказано по поводу предстоящего трансфера, и наконец-то мы можем с уверенностью сказать о нем, как о свершившемся переходе. Игрок он удивительный, конечно. Что тут говорить, если его уже сейчас считают лучшим в своем поколении. А то ли еще будет, ведь карьеру... Подожди, это может быть опасно! И это, между прочим, 3-й гол. Он оформляет хет-трик. 4-2. Довольно комфортное пока преимущество в 2 гола у одной из команд. Бенджамен Андре. Отличная работа с мячом. Вот это момент у него. Гол! В очередной раз они отправляют мяч в сетку ворот. Соперник ничего не может поделать. В этой игре уже 5-2. Хоккейный матч.
Джуд Беллингем. Джуд Беллингем с мячом. Люк Шоу. Ракитич. Люк Шоу. С мячом Джек Грилиш. Юсеф Эн-Несери. Надо забивать! Какой отбор! Вовремя успел выбить мяч. Готов. Тренер замену сделать. У Севильи замена. Тренер выпускает на поле свежего игрока. Навешивает с углового Сусо. Восхитительный удар головой. Гол! Повторяют нам гол, и здесь стоит, конечно, выделить передачу с углового. Такой удар никак не мог потащить голкипер. Мяч пришел точно в голову. Без обороны идет игра. 5-3. Пас перехвачен. Теперь мяч у другой команды. Сам потащил мяч вперед. Хорошо они атаковали, но теперь остались без мяча. Четверть часа еще играть команда. Исмаили. Джонатан Дэвид. Навешивает в штрафную. Ничего опасного создать не получилось. Мяч покидает штрафную. Опасно! Легко справляется вратарь с этим моментом. Севилья теперь без мяча. Джонатан Дэвид. Отличный момент у него. Такое впечатление, целил в угловой флаг. Свежий игрок войдет в игру у нас. Основное время этого матча заканчивается через 4 минуты. Проходит он защитника. Бам-бам! Гол! Еще один мяч забивают. Теперь разница +3 в их пользу. И никаких шансов упустить победу. 6-3. Осталось еще столько же, и будет ничья. Компенсированное время 2 минуты. Это не так много, но кое-что можно успеть. Дает арбитр игру продолжить. С мячом Джек Грилиш. И все, финальный свисток. Арбитр ставит точку в этом матче. Проиграли они сегодня. К сожалению, соперник оказался лучше готов к